На этих кадрах соседи спасают жительницу села Алахадзе Заиру Кутарба во время потопа. Когда вода начала стремительно подниматься, она, отправив внуков на второй этаж, выбежала во двор открывать ворота. Но вернуться не успела. Сопротивляться бурным потокам было очень сложно. Все, о чем думала женщина в этот момент – защитить детей. Водой понесло, у меня вот зубы, все, у меня вот, я еле-еле обратно докатилась до этого, до забора, держалась за забор. И вот 2 часа я вот под дождем, а забор хахшикла. Меня спасали, у меня... Смыла огород, затопила первый этаж. Хозяйство сильно пострадало. Все, что нажито тяжелым трудом, унесла вода. Коммунальные службы работают почти круглосуточно. Дом главы села Даута Ажиба тоже затопило. Однако, оставив его, Дауд вместе с сотрудниками администрации и местными жителями очищают дороги и дома от многочисленных ветвей, деревьев, песка, грязи. Конечно, работы много. Помочь всем одновременно не удается. Администрация, дай бог ему здоровья. Вот о тракторе хала дактуба. Дауд Ажиба молодец. И злахал шала. Я своими силами тоже что смогу сделаю. Это автосервис, который совсем недавно в селе Алахадзе открыл Джамал Пкин. Компьютеры, вся техника и оборудование. Что-то унесло водой, а что-то владелец пытается высушить в надежде, что техника заработает. Жители улицы Лакырба в Гагре тоже сильно пострадали от наводнения. Утонула вся мебель, техника, вещи. В комнатах, в особенности на первых этажах, невозможно находиться. Все мои брони, это все мы в кредитах. То есть построили без кредита у нас нереально. Только мои домики это 3 миллиона, я в кредитах. А остальное я в доме, то, что было, мы по 2 контейнера уже выбросили. Просто нереально в них спать как-то хотя бы первое время. Кухня, 150 тысяч только мой диван стоил. Мы все это выбросили. В этот день люди были, все они встали, уехали. То есть эти все деньги ты возвращаешь. То есть без нуля, без денег ты остаешься. Ну ладно, без денег. Ну хотя бы что-то бы, если целое выжило бы, как-то бы на первое время. А у нас, ничего не осталось. То есть я без вещей осталась. Точно так же мои дети. Впереди школа. Кредит, это в России мы брали это, то есть каждый ежемесячно надо оплачивать, то есть если ты не оплатишь, а как сейчас оплачивать, если у тебя людей нет? МЧС, вот мы вызвали благодаря МЧСу, то есть до часу, до 2 часов ночи у меня вода как стояла вот так и стояла вода вот так. То есть мои дети без конца ревели, плакали, мы в воде ходили. То есть посмотрите на мой голос, я не знаю, в дальнейшем вообще у меня все нормально будет в такой воде ходить. МЧС пришли, ребята помогли. У меня с Адлера родственники приехали, канавы здесь очищали, то есть люди уже не знали, что делать. Благодаря ему у нас и вода чуть-чуть уменьшилась. А на следующий день, естественно, мы все то, что было, у нас парень есть Дату, он привез контейнер, поставили, ребята, по 2 раза мы все выбросили. То, что в доме было, то есть хуже бомжам мы стали. Они хоть сохранились, старые фотографии наши. Альбомы, документы. Документы это с паспортами ничего, это было просто фотографии вот здесь у меня лежали. У меня эта столешница под телевизором тоже выбросили, она вся расползла. Многое очень, я сейчас все не помню, что было, чего было. Очень много. 2 телевизора, стиральная машинка, столешница. Вот все, что видите. Просто ребенка подняли на 2-й этаж, сами поднялись на 2-й этаж. То, что смогли спасти, это документы, там по мелочи, телефон, зарядка, ноутбук, все. А так все остальное, мебель, все. Вот видите, мебель там, давайте пройдите, вот здесь у нас ламинат с 4 комнат. Тут у вас был ремонт, получается? Тут ламинат был, вот обои, видите, то, что от них осталось. Все новое, все, здесь новый ремонт. Этаж поднялись. Матрасы пытаемся на ветру высушить. Кровать, видите, вот они набухли.
Вот оторвало все. Так что на данный момент мы находимся в микрорайоне Кемпинг. Здесь около 200 домов пострадавших. Так, прям, которые люди есть, прям глобально пострадали, которые вообще остались без жилья, им даже находиться негде. Есть, которые менее пострадали. Все фиксируем, все работаем. В будущем, надеюсь, какая-то помощь будет производиться этим людям. Сейчас коммунальные службы тоже? Коммунальные службы все работают, помогаем. Поставим мусорные контейнеры, приезжают, работают КАМАЗы, вывозят мусор, помогают всем, чем можем. По распоряжению президента в республике создан штаб по ликвидации последствий стихии. Сотрудники администрации Гагры поделились на группы и пытаются обойти всех пострадавших, чтобы оценить размеры ущерба. Завершить эту работу в короткие сроки невозможно. Пострадали 1100 домовладений в селах Лыдза, Лахадзып, Сахара, Сичхуа, поселке Бзып, в Пицунде и Гагре. Более 250 автомобилей были затоплены. Вместе с местными жителями пострадали и туристы. Ущерб разный нанесен семьям. Действительно, есть семьи, которые остались совсем без ничего. Есть семьи, из числа которых мы вчера посещали, которые вынуждены были переехать на какое-то время к родственникам. Идет расчистка, техника работает, очищают дворы, откачивают воду, тяжелая техника работает. Во многих местах с большой проблемой мы столкнулись, унесло мосты, в селе Лдза очень много проблем, в поселке Бзыпта очень много проблем, дорогу размыло, люди не могут выехать на своем автотранспорте, у тех, у кого-то автотранспорт сохранился. На данный момент стоит задача оценить ущерб, нанесенный стихией в Гагрском районе, и группы, которые работают, по всем направлениям, именно этим и занимаются, оценкой. Дальше работает республиканская комиссия по ликвидации стихии, районная комиссия. Будем принимать решения. Село Сичхуа, дом семьи Жиба, единственно пострадало от стихии. Строение в считанные секунды стало сносить потоками сели. Это бывшая кухня. За несколько секунд потоки сели, обрушились на столовую, буквально смели все. Хорошо, что в этот момент в доме никого не было. Вот посмотрите, грязь до потолка, даже деревья. Семья Жиба живет в этом доме более 60 лет. 3 брата, все ветераны, и сестра до сих пор не могут поверить в то, что произошло, ведь здесь могилы их родителей. Пропали около 200 кур, скот, смыло огороды, все, что долгими годами нажито тяжелым трудом. В советское время здесь был показательный сад, сюда приезжали высокопоставленные лица. Это дело родителей, рассказывает Сатпи Жиба, которое он и его братья достойно продолжали. Раньше на этом месте был хурмовый сад, и везде здесь рос орех. Теперь от сада, от деревьев ничего не осталось. Biz гехзит. А мандарины, 3-4 ряда мандарины курал. Вы этим жили, получается, торговали? Мы этим и ресторан Аму кафе Хамам только этим. Хаби Хирбаз так шили. Здесь что у вас росло? Здесь виноградники. Это виноградник здесь был, да? Да. А здесь гранаты посадили. Цветочку. А там что в той яме? Там питомник мандариновый. Провалился полностью. Все. Невозможно поверить, что это было равнинное место. Здесь росли цитрусы, орех, гранат, хурма, кукуруза. Около гектара земли, и на каждом кусочке было что-то посажено. Сама земля, на которой стояли дом и сад, разделилась на 2 части, а растения просто куда-то провалились. Сад без боли в душе показывает нам каждый сантиметр. Единственное, что уцелела кузня, каким-то чудом она осталась абсолютно невредимой, просто передвинулась в другое место. В доме опасно находиться, детей развезли по родственникам. Сами братья не уходили отсюда ни на один день.
Так сейчас выглядит село Лдза после стихийного бедствия. Сейчас здесь идут работы, пытаются восстановить электричество. А еще водоснабжение и мосты. Как вы видите, мы стоим на мосту, который соединял ту улицу, дальше которая улица, но его смыло. Дальше нас, позади, там еще один мост есть, который соединял, граничил с Агараки, Гудаутский район. Его тоже нету. Сзади нас, как мы видим, люди остались, отрезаны остались от жизни. И ни скорая помощь не могла подъехать, ни продовольствие не могли мы, как говорится, им подавать. Все переносили отсюда вручную. И людей, которые хотели уехать, мы им помогали. Слава Богу, жертв нет, помогли, переехали, люди уехали. Вот сегодня мы видим, с помощью государства работы ведутся в полном объеме. В данный момент вопрос стоит. Там люди застряли, отдыхающие, которые не могут выехать на машине. Сейчас мы им делаем дорогу, чтобы они экстренно могли выехать к себе домой, благополучно добраться до дома. А в дальнейшем, конечно, мы рассматриваем и уверены, что государство поможет построить новый мост. Местные жители рассказывают, как спасались и о том, как справляются с последствиями стихии. Я была на этой территории. Только люди приехали, должны были заселиться. И в то время дождь хлынул буквально в течение 10 минут, наверное, очень быстро. Мы убирали комнаты, мне нужно было, чтобы они заселились быстренько. Одни уезжали, одни приезжали. Что сказать, мы не успели. Я говорю, быстрее давайте на второй этаж поднимайтесь, чтобы вы как бы спаслись. Я пошла, уже обувь теряла, уже воды было вот столько. Они за мной не успели. Люди не успели, вот залезли на чердак, спасали своих детей. А так народ, который здесь остался в 10 домиках, испуганные вот так по воде были. Ну, что еще сказать? А так все остальное, да. Все остальное видно. Вот все пострадало. У нас здесь вообще ничего не осталось. Сад пострадал, да, сад. Вода вот была, вода была. Вот они на чердак залезли. Залезли на чердак. Ну, сами спаслись, да, спаслись, они кричали, я была в том доме, горничная была с ними, она держалась за эту дверь держалась, когда пришла, было вот так воды, страшно, конечно, я за них очень переживала, я боялась, что будут смерти, честно говоря, но Бог, наверное, миловал или нас, или их всех вместе. Все съехали, получается, да? У нас 3-4 машины пострадало. Вот отсюда наш гараж здесь пострадало 4 машины. 3 уехали, помогли вчера эвакуаторы приехали, в Россию перевезли. 1 машина не может переехать. Пока отдыхающие здесь не оставили нас. А так деревья. Вот здесь у них было кафе, столовая. Столовая была. А как вы живете вообще? Я на 1 этаже отдыхающие, они поднялись на 2 этаж потом. Ну, успели спастись, Да, успели, да. На 2 этаже стояли. А вы где в этот момент вообще находились? На 2 этаже, у меня там, в этом доме. Ну, вы видели, как вода поднимается? Да, конечно, видела. Командовала я, потому что я возле речки на 2 этаже находилась. Я им кричала, у нас уже телефона и света не было. Я говорю, вода поднимается, ну очень быстро. Мы здесь рожденные, мне 57 лет, я такой не видела, чтобы так быстро речка поднималась. Буквально машины, вот даже я говорю, давайте машины отгоняйте, ребята. Они вот даже не успели, вот честно, в течение 10 минут речка поднялась. Ну, полностью первый этаж. Все, 1 этаж. Невозможно зайти сейчас, Все. да? Да, конечно, все. Приехали ночью, легли спать, надеялись, что все, с утра начнем отдыхать полноценно. Вот, утром спустились в столовую завтракать, и буквально у нас на глазах, шел дождь, потом дождь очень сильно усилился, и река начала молниеносно наполняться, просто вот подниматься метр за метром, и вода хлынула к нам в столовую. Мы начали спасать
ну там столы, стулья, какое-то оборудование чуть выше, там есть порожек. Думали, что больше не поднимется. Отойдите в стороночку. Вот. Но, к сожалению, пока мы убирали внизу, вода потекла сверху, в верхнюю дверь уже. Когда вышли из столовой, здесь уже было практически как озеро большое. Поток все возрастал и возрастал. Ну, а дети, все как спасались, никого не уносила вода? Ну, с нашей стороны не уносило. Говорили, с той стороны, вот в отеле ребенка одного сбило потоком воды, но чуть ниже по течению метров 100 там образовался затор, и взрослые мужчины смогли его достать, ребенка, из воды, и, слава богу, обошлось. Ну, я подробностей не знаю. Сперва мама шла по мостику, а сзади девочка, наоборот, нужно было, а девочку снесло, мама увидела, она бросилась за ней. Ну, в общем, девочка осталась жива, она вся в синяках, мама более в тяжелом состоянии, она в больнице. Было два мощных потока. Один, когда закончился, где-то был приблизительно час прошло, около часа. Вода вроде бы, ну так, спокойнее начала сходить, и уже начали тут потихоньку разгребать, чтобы что-то как-то благоустроить. И потом еще одна волна началась. Многие, когда вторая волна началась, многие очень испугались, боялись, что вот фундамент, если не выдержит в доме, он у нас тут один, если бы он пошел, то он бы сносил на своем пути, ну и могло быть человеческие жертвы, конечно. Ну, еще молния была, знаете, что 3 машины сгорело на берегу, люди приехали из Тюмени на своих машинах, и в этот момент ударила молния, 3 машины полностью сгорели. В этот момент в машине кто-то находился? Нет, никто не находился, слава богу, не погибли, но вот из Тюмени люди потеряли 3 машины. Акоп Данилян рассказывает, что огромные ветви и деревья принесло потоком воды и остановило возле ворот его гостиницы. Затопило первый этаж до потолка. Люди чудом выбрались. Снимает? Какой силой! О! Боже мой! Чтоб такое было! Жилину я под контроль взял, чтобы без ЧП произошло максимально сколько смог. Потому что речка быстро поднялась. Ну, за сколько минут это все примерно? Ну, я сперва машины убрал там, потому что машины стояли. Из-за того, что убрал, машины только одна ушла. Остальные как бы мы спасли. Машины убрал, пока машины убрал, здесь внимания меньше было от меня. Ну, как бы пострадавших нету, но остальное сами видите уже. Это первый этаж, вода вот сюда поднялась. Он выше поднялся, это уже отстоявшийся. Он поднялся, как мне говорили, до кондиционеров практически. Внутри. Ну, у меня ролик есть, тоже могу показать. Масштабы катастрофы огромные. Администрация Гагры и сотрудники профильных ведомств пытаются сделать все возможное. Рук не хватает. На помощь к местным жителям пришли волонтеры. В зону бедствия отправились молодые люди из инициативной группы Харах Пицунда совместно с управлением по делам молодежи и спорту. Они оказали помощь 5 семьям в селе Псахара и продолжают свою работу. Это крыша от Апасхи, которую унесло потоком воды в селе Псахара. Вода поднялась буквально до потолка. Пасху смыла, а сотрудники еле спаслись. Работы по устранению последствий стихии продолжаются. Как сказано выше, ущерб нанесен колоссальный, и оценить его масштабы пока что сложно.
наводнения на минувшей неделе обрушились почти на все Черноморское побережье, Абхазию, юг России, Турцию, а также Италию, Индию, Китай. В некоторых странах есть погибшие и без вести пропавшие. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Батал Басария, Абхазское телевидение.